И по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны сегодня в Сыктывкаре проходит памятный поэтический марафон «Этот день июня не забыт». В одном из столичных парков жителям и гостям города предлагается в микрофон зачитать стихотворение о войне. Памятную акцию уже не первый год проводит Национальная библиотека Коми. Строчки каких авторов разнеслись по воздуху, расскажет Евгения Кладкевич. Еще клубится дым над полем боя, над тысячами брошенных машин, но как прекрасно небо голубое. Читая стихотворение Александра Елькина на Курской дуге, Богдана Старцева часто замолкает. Тема Великой Отечественной для нее болезненная. Об ужасах войны ей рассказала мать. Та несколько лет жила на оккупированной фашистами земле. Это очень тяжело все переносилось, и вот ее воспоминания, я ее воспринимаю так, как она перенесла, что это ей было тяжело, что это послевоенное время, и очень сложно все это было. Ежегодно 22 июня ко Дню памяти и скорби Нацбиблиотека Коми проводит поэтический марафон. На свежем воздухе организуют небольшую сцену, и любому желающему предлагают зачитать стихотворение о войне, почтить память солдат и тружеников тыла. Среди участников марафона как молодежь, так и старшее поколение. Безусловно, считаю, что нужно проводить и большим масштабом, возможно, в разных уголках нашего города в этот день, чтобы дать возможность узнать немножечко больше, почувствовать эту боль, возможно, и, не знаю, окунуться воспоминаниями в прошлое. Поэтический марафон в День памяти и скорби проходит больше 5 лет. В этот раз по случаю столетия региона к прочтению преимущественно предложены коми-поэты. Серафим Попов, Иван Вавилин и десятки других наших писателей. Участников каждый раз, конечно, разное количество, потому что это не организованная аудитория, это именно люди, которые приходят сами, то есть узнают из новостей библиотеки, да, из те читатели, с которыми мы общаемся, приглашаем. То есть, как правило, около 50-60 человек участвуют. Раньше мы встречались на ступенечках Национальной библиотеки, а сегодня, так как у нас ремонт, мы вышли в парк. В прошлом году из-за пандемии марафон, как и другие памятные акции, проходил в онлайн-формате. Записи стихотворений на видео поступали на электронный адрес библиотеки из разных городов и районов Коми. Впрочем, живой формат, говорят сотрудники, куда приятнее. Кроме общения и новых знакомств, еще один приятный бонус – каждый и абсолютно бесплатно может забрать томик о войне. Евгения Кладкевич, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.